Всем привет, город Якутск. Сегодня у нас 26 января, вечер. Сейчас сколько? 6 час уже. Прогулочка. Погода, сами понимаете, минус 50. Туманчик. Тут еще баннеры какие-то с Новым годом висят. Рекламную. Вот так вот оно все выглядит. Что-то дерево непонятно какое-то. Елка или что это. Новым годом. А здесь Якутск. Что-то там написано. Представительство. Сургут нефтегаза. Вот это вот. Вот это здание. Представительство Сургут нефтегаза. Здесь построили в центре. Вот так вот. Раньше здесь ледовая фигура у них все время стояла. Вот на этом месте вот. А в этом году они почему-то ее не стали делать. Флаги или флаги. Как правильно. Снегурка собственной персоной с Новым годом. У нас такое ощущение, что еще Новый год не кончился. Представляете? Вот так вот все выглядит шикарно, да? Всем привет. Всем привет, с Якутска. Вот немножко решил поснимать в конце дня рабочего. Сегодня у нас прохладненько. Вот какие деревца тут хорошие стоят. Смотрите, как приятно смотреть. Ну вот, сейчас пройдемся по улице Орджоникидзе. У нас улица Орджоникидзе. И мы двигаемся в направлении площади Орджоникидзе по улице Орджоникидзе. Вот, подходим к бассейну Самородок. Вот это здание. Оно сейчас так выглядит. Работает, не работает. Сейчас, наверное, вроде как работает. Мы открылись. А это что такое? Техасский смокер в Якутске. Это что такое? Мясо, что ли, какое-то? Тут нарезают. Смотрите, да? Точно нарезают мясо. Вот. Бассейн Самородок. Вот здесь машины стоят, значит, он работает. Даже какие-то, смотрите, утеплили машину. Вот смотрите, как шикарно утеплили. Угу. Так, давайте-ка мы сюда сейчас перебазируемся. По этой стороне пойдем. Ну и вот выходим, это зал спортивный 50 лет Победы. Или сколько? 60? 50 лет Победы. 50 лет Победы. Спортивный зал здесь. Спортсмены здесь. Соревнования, концерты проходят разные. Когда приезжали вот разные
артисты, они здесь выступали. Когда-то это было, сейчас уже давно, по-моему, никто не приезжал. Уже, да, уже больше года получается. Сегодня 26-е. Ну, да, вот. Уже год как пандемия. Год целый. Год пандемии. Даже может больше. Когда она началась, точно никто не скажет. Поэтому уже год есть. Так, подходим к улице Короленко. Улица Короленко вот это вот. Вот тут светофорчик. Светофорчик. Так, вот это нам секунд. А вот это напротив торговый центр Атлант. Так, успеем. Успеем. Это улица Короленко, туда если идти в том направлении. Ну а мы дальше прогуливаемся по улице Орджоникидзе, центр города Якутска. Вот такое у нас состояние погоды. Кстати, у нас аэропорт якутский, который он самолеты даже не принимал из-за тумана. И вот сказали, что какой-то рейс один в Чульмане, это под Нерюнгри, да, сел. Второй рейс вообще в Хабаровск отправили. Представляете, люди так в Якутск летели, и тут, знаете, вам Хабаровск. Хабаровск не хотите? Сейчас покажу вам памятник. Смотрите, это памятник человеку, который сам себя сук пилит. Вот он, видите, сидит и сам себе сук пилит на дереве. Такое там. Хочет упасть, потому как название-то? Памятник прогрессивному человечеству. Написано. Вот такой чувак. Конкретный. Да? Вот так вот. Мы идем дальше. Там увидим. Там какие-то интересные светящиеся фигуры. Сейчас мы к ним подойдем. Смотрите, а здесь как все убрано, а? Нету этого льда и снега. Вот это чудеса. Тут елочки такие стоят. А они тут вот эту ограду каждый год так украшают красиво. Снежинки. Снежиночки. Там тоже еще одна снежинка. Ну и мы вот сюда вот подойдем. Видите, шарик такой. Шарик светится. Это Алмаз деловой центр. Они любят такие сооружения делать. Светящиеся. Она уже что-то наполовину не светится. Наполовину светится. И вот гирлянды. Ой, у них тут елки еще вовсю стоят. Смотрите. И вот такие вот красивые ажурные сооружения. Типа ветки, деревья, цветы. Непонятно что. Это такая гигантская игрушка. Елочная, да? Вот. Так, красоте здесь сделано. Но они, по-моему, этот шар уже не первый год стоит. Вот здесь вот елочки. Аккуратненькие такие. Растут. О, у меня уже монитор замерз, слушайте. Не монитор, а этот дисплей у телефона медленно что-то. Он когда замерзает, у него вот кристаллы, видать, замерзают, и медленно он так показывает задержку. Так, 2 смотрят, 1 лайфхак. Спасибо. Потом звездочки еще. Это звездочки такие. Красиво, да? Красиво. Вот торговый деловой центр Алмаз. Вот у них здесь все так аккуратно сделано. Заборчик. У них даже удивительно, вот тут лед убран. Смотрите, да? Тротуар, лед убран.
Так, а это же такая ферма какая-то. Ферма по натуральные продукты и пекарня. Здесь можно зайти, товарища, потратить денежки, если они у вас есть. Ну, а мы дальше двигаемся, пока телефон не замерзнет. Давно я телефон свой не замораживал, уже не стримил, поэтому решил попробовать еще раз постримить мороз. Вот мороз уже целый месяц стоит под минус 50, за минус 50. Так толком и не теплело. Толком и не теплело. Но из-за тумана аэропорт уже не принимает самолеты, где-то в других городах садятся. Даже где-то в Хабаровске, говорят, сел самолет, представляете, да? Это же не ближний свет Хабаров. Так, дорога. Это улица Куракова. Улица Куракова. Так, пошли. Двигаемся вперед. Движуха конкретная, да? Так. Сегодня на мне 20 литров. Поэтому мне в принципе тепло. Так. Еще немножко пройдемся. С этой стороны зайти-то толком некуда. Там и только магазин торты будет, по-моему. Туда можно зайти погреться. Или ГАВС. ГАВС авиационные сообщения. Главное агентство воздушных сообщений ГАВС. Ну, кто знает, кто в Якутске был, жил, знают, что такое вот есть на площади Орджоникидзе. Дом, где раньше продавали авиабилеты. А это здание, которое принадлежит, ну, раньше здесь Аэрофлот было, вывеска, авиаторам она принадлежала, сейчас я не знаю, кому это что-то принадлежит. Ой, слышите, какой звук? Нормально. Чипованные покрышки скрипят. Так, давайте. Стенку курим. Напротив вот кафе «Трапеза». Тут раньше давно вот, ресторан или кафе было какое-то, не помню. Ну, вот в этом доме на Орджоникидзе. Угу. А здесь сейчас все кафе «Трапеза». И вот там империя диванов. Так. О, торты открыты. Давайте зайдите с вами в торты. Немножко я погреюсь. Торты видно, да? Он еще что-то снимает. Минус 50. Якутский хлебокомбинат. Кстати, тортик недорогой такой. 400 гривен. Без орехами. Не забывайте. Это нам сколько стоит? Есть. Короче, 310 торт слойка с вареной сгущенкой. Угу. Наполеон 472 рубля. Так, вот защитный такой. Это еще видно, да?
стороны находится. Вот такие автобусы с гранатами. Бум-бум-бум-бум. Заходим. Немножко погрелся я. Телефон-то, наверное, не успел прогреться. Вот видите, труба выходит сзади машины, чтобы она подогревалась от двигателя, периодически включается. Вот здание ГАФа. О, даже у них эти без подсветки. Субсидии. Владивосток, Омск, Красноярск, круглый год. Да, еще новость, что у нас раньше субсидированные билеты продавались только двум категориям. Это до 23 лет. Турция, вот, пожалуйста. Угу. Можете улететь. Сейчас-то уже, наверное, не улетите. Санатории, туры, пансионаты. Угу. Какая она довольная женщина была. Так, что я там говорил-то? Уже у меня выскочило из головы. Так, а здесь аренда помещения, свободное помещение, первый, второй этаж. Ну, так они уже все первый этаж теперь в аренду сдают. Уже никто билеты не покупает, что ли? У них здесь так, первый этаж. Или там другие какие-то помещения есть. Но раньше на этом месте был дом такой, типа хрущевочки. И на первом этаже было вот это вот заведение по продаже билетов. Туда бегали за билетами. А его снесли и на месте построили вот такой вот высокий дом. Ну и соответственно сейчас что находится, даже не знаю. Там на первом этаже агентство так и осталось, воздушных сообщений, где билеты можно приобрести. А сейчас много билетов покупают онлайн, я не знаю. Онлайн, да, эти тоже фирмы разные. Да сейчас вообще меньше людей-то летает. Меньше людей летает, меньше рейсов. Поэтому вот таким образом. О, елка еще светит. Смотрите, а? Елочка светит. Вы знаете, что сейчас мы сделаем с вами? Мы сейчас зайдем в этот 4-й магазин Якутск продуктовый. Там погреемся и потом сходим. Я телефончик погрею, чтобы он снял